Казань снова стала съемочной площадкой и снова сериала. На этот раз в столице Татарстана снимают 4-серийный фильм под названием «Девушка средних лет». Основная часть актеров – казанцы, даже в главных ролях. Среди них и мой соведущий Алексей Калиничев. Леша, может, расскажешь мне и нашим зрителям, кто он, твой герой? Ну, поскольку я здесь не в качестве актера, а в качестве ведущего программы, я думаю, лучше передать слово Диане Махмутовой, которая побывала на съемочной площадке и пообщалась там не только со мной, но и с режиссером, и с артистами, известными зрителям по другим сериалам, например, с Анастасией Денисовой, занятой в проекте «Девчонки». История любви в больничных стенах казанских. 7-я городская больница на несколько дней превратила в съемочную площадку сериала для канала ТВЦ под названием «Девушка средних лет». Съемки сериала на процесс рабочий в больнице никак не повлияли. Здесь по-прежнему проходят сложнейшие операции и прием населения в поликлинике. Кстати, казанцы могли воспользоваться случаем и сфотографироваться с любимой звездой, конечно, до команды «Мотор». Илья Петрович, вы нам подходите. В главной роли Эльвира Болгова, известная по фильму «Папа на прокат», который, к слову, снимала та же компания «Магнум». Сейчас она работает в Казани. Героиня Эльвиры сталкивается с обстоятельствами, в которых прежняя жизнь рушится, но у девушки находятся силы, чтобы жить дальше со страшным диагнозом. До этого актриса на такие роли не соглашалась. Сейчас я этого не боюсь. Мне кажется, научилась хранить свои границы, потому что есть то, что ты играешь, конечно, то, во что ты вживаешься, но также есть то, что ты не должен пускать внутрь себя. Он оценил компрессию. В роли подруги Анастасии Денисовой, если в сериале «Девчонки» ее Павловна. Дамочка крупная, то на этот раз стройная девушка-врач. Правда, не устроена в личной жизни. Но тут она знакомится со своей судьбой, которую играет актер, режиссер и ведущий Алексей Калиничев. У нас на самом деле даже не было времени толком познакомиться, к сожалению. Но я вот как-то посмотрела в его глаза, и нам режиссер сказал: играйте любовь. Мы посмотрели друг другу в глаза, я поняла, что я смогу влюбиться в этого мужчину. Приходится как-то очень стремительно включаться в процесс, когда тебе накануне просто только дают сценарий, и его нужно сразу же как-то понять, освоить, что делать, и на следующее утро уже какие-то съемки происходят. И нет времени репетировать, нужно просто выходить и делать сразу. Режиссер картины Игорь Штернберг, выпускник Щукинского училища, сам выступает в роли актера, казанскими артистами доволен. В Москве они испорченные, они уж все выпендриваются, они такие все мастера, там уже просто спасу нету. А тут они настоящие. Настоящие актеры, какими должны быть все, по идее. Вот как учили, что вот любить профессию свою, любить это. Ну что там он говорит: не, я за этот гонорар не пойду, но да, роль хорошая. А тут и тут, потому что им нравится это. Съемки в Казани продлятся месяц. За это время в объектив кинокамеры попадут улочки Казани, несколько ресторанов. Один из них даже обещали поджечь, а берег Волги в Лаишевском районе станет морем. 4-серийный фильм покажут в начале следующего года на канале ТВЦ. Но, как отметил продюсер сериала Олег Кириченко, это лишь проба пера в планах съемки нескольких сериалов и полнометражного исторического кино «Золотая Орда» по заказу Первого канала. Диана Махмутова, Айрат Мухамедзянов, столица.